Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Тимофей Фарсен. Я ученик 7 класса отбор Коптинская СОЖ Горного Луса. Тема моей работы – история развития образования в Малтайском наследии Горного Луса с 1931 по 2021 годы. В 2021 году в нашей школе, одной из старейших школ Луса, исполнилось 90 лет. На протяжении 90 лет Коптинская школа выпустила не одну плеяду выпускников, чьими именами сегодня гордится наш Малтайский наследие, Горный Лус и Республика. Проблематика исследования. Книги об истории образования Малтайского наследия были выпущены к 65, 75, 80 и 90-летним юбилеям школы. Актуальность. Каждый, кто учился в школе, должен знать историю своей родной школы, где бы ни был человек, и всегда его спрашивают, где ты учился, какую школу ты окончил. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы должны изучить историю нашей школы. Цель. Изучить историю развития образования Малтайского наследия с 1931 по 2021 годы. Задача. Прочитать книги, посвященных знаменательным датам. Прочитать воспоминания учителей. Классифицировать по направлениям образования. Перевести на русский язык. Упорядочить материал. Собрать фотографии и сделать вывод. Первым учителем Бхатах был Иванов Семен Дмитриевич, уроженец Каргаласского Луса. В 1930 году, окончив 7-летнюю школу, он начал свою трудовую деятельность в школе Бхатахе. 20-летний молодой человек вспоминает с коптинцами добрыми словами благодарности. В 1939-40, в 1940-41 учебные годы школа располагалась с левой стороны Аласа Коптин. Здание состояло из старого дома с пристроем. В школе было 2 классных кабинета, по соседству жили 2 семьи. Семья Кузьмина Николая и Алексея Платона. В то время в школе не было интерната, дети были вынуждены переходить с участка Кудук и Май. В 1949-50 учебном году школу реорганизовали на неполную среднюю школу, открыли 5 класс. В местности Кудук школа работала с 1944 по 1951 годы. Постепенно школы в Томулахе и Кудуке закрылись, и в селе Коптин открыли 7-летнюю школу. В 1963 году директор школы Скрыбыкин Степан Спиридонович организовал работу по краеведению и развитию туризма. В Коптинской школе испокон веков приветствовали здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Человек, который на протяжении 26 лет приложил немало усилий в развитии спорта детей, Сидоров Афанасий Иннокентьевич, работал в нашей школе. Учитель-энтузиаст, был автором нестандартных спортивных оборудований для детей школьного возраста. На базе МБО Коптинской СОЖ с 2013 года проводится республиканская МПК «Шаги в науку» по имени доктора технических наук, профессора, действительного члена Академии горных наук Темизова Егора Николаевича. Перед вами хронология развития образования в Малтайском наследии Горного Луса с 1931 по 2021 годы. В заключение хочу сказать, что несмотря на отсутствие материально-технической базы, первые школы в 1931 году открылись благодаря большим усилиям сельчан. Читая воспоминания учителей, мы удивляемся, в каких тяжелейших условиях они жили и работали. В нашем селе не было и нет утверждений дополнительного образования, но благодаря учителям-энтузиастам эффективно работали кружки художественного, технического, прикладного, танцевального творчества, туризма, много спортивных секций, которые действительно стали огромным ресурсом гармоничного развития личности и их профессиональному самоопределению. Трудовое воспитание детей послужило огромную роль в практической жизни сельчан. Выпускники школы, чьи воспоминания мы сегодня читаем, стали успешными людьми. Многие из них являются меценатами и попечителями. Успехи школьников в учебе, спорте, творчестве приумножают достижения всего малтайского наследия. Благодарю за внимание.